Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаума дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. На прошлых выходных вышел документальный фильм на центральном башкирском телевидении, на канале БСТ. Документальный фильм, как они называют сами, фильм расследования, под названием «Анатомия башкирского национализма. Баймакская трагедия». Автором и ведущим этого фильма был Тимур Валитов. Прежде чем перейти к самому фильму и обсудить его, сделать анализ и разбор этого фильма, нужно сперва, наверное, остановиться на личности ведущего, автора этого фильма. Автор, конечно же, я уверен, что это не он, то есть ему все это сделали, сшили, просто он озвучил этот фильм. Так вот, Тимур Валитов, человек, который, в принципе, достаточно известен среди башкирской общественности. Человек начинал с того, что был артистом, певцом. Была у него группа «Зиндан», достаточно популярная была группа. Долгое время был на сцене, пел песни. Потом резко сменил свою деятельность, ушел в религию. Ну как, не просто стал мусульманином, который занимается только поклонением Аллаху и ничем более. Он ушел в Духовное управление мусульман Республики Башкортостан, возглавил там молодежный отдел. Был заместителем Айнура Арсланова. Несколько лет он был в этой должности. Потом, после того, как сменился муфтий Республики Башкортостан, им стал Айнур Бергалин, сегодняшний муфтий, Тимур Валитов. Надо сразу отметить, что они долго боролись за то, чтобы Айнур Бергалин не стал муфтием, но в итоге они проиграли, и ему пришлось искать новую работу. И как мы видим, человек долгое время, скажем, несколько лет не находил себя, и тут его подобрал Азат Бадранов, пригласил его в качестве пропагандиста. Теперь Тимур Валитов на башкирском и на русском языках выпускает фильмы, которые обличают противников режима Путина, противников Хабирова, которые борются против башкирских национальных деятелей, против башкирской общественности, против тех, кто недоволен властью. И вот этот фильм один из тех. Фильм о баймакских событиях. Он был посвящен годовщине этим событиям. В этом фильме Тимур Валитов, исказив все факты, перевернув всю действительность, всю правду, как было на самом деле, преподнес свое видение о том, как на самом деле происходили баймакские события, кто в них виновен и так далее. Итак, начнем с того, что уже в самом начале фильма главным виновником баймакских событий и организатором всех этих баймакских событий сразу же называется организация «Башкорт». Уже, в принципе, давно различные СМИ, независимые СМИ, журналисты говорят о том, что на, скажем так, бывших членов организации «Башкорт» готовится большое уголовное дело, преследование за то, что якобы организация продолжает свою деятельность после признания ее экстремистской. Напомню, что ее признали в 2020 году экстремистской и запретили ее деятельность на территории Российской Федерации. Признали незаконно. Мы все помним скажем так, этот постановочный суд, эти абсурдные обвинения в адрес организации «Башкорт». Но в итоге признали, это следовало было ожидать. В итоге ее признали, организацию экстремистской. И после этого во всех событиях, которые происходили в Республике Башкортостан, старались находить след организации «Башкорт». Мы помним, что в прошлом году, в сентябре или в октябре месяце, был осужден по кармаскалинским событиям Марат Шарафуддинов. Ему дали 9 лет колонии строгого режима, и один из пунктов, одна из статей, которую ему вменили, это участие в организации, признанной экстремистской, то есть в организации «Башкорт». И сейчас многие, еще, как я сказал, журналисты сделали вывод достаточно, скажем так, серьезный, о том, что организацию «Башкорт» будут стараться делать виновником в баймакских событиях, чтобы потом посадить всех ее бывших членов.
И, скорее всего, действительно это так. И вот по данному фильму видно, что уже в самом начале Тимур Валитов называет организацию «Башкорт» главным виновником в баймакских событиях. Перекладывает всю вину на него, как организаторов, как людей, которых собирали, что они собирали людей, что они подготавливали все эти события, нагоняли там волну и так далее. Это очень плохой знак, и я уже как-то делал свое видео, и еще раз, наверное, еще раз скажу о том, что все, кто так или иначе может быть причастен, кто был причастен в прошлом к организации «Башкорт», до того, как ее признали экстремистской. Организация была вполне легальная, занималась очень многими делами, хорошими делами. Но мы, как видим, вот из данного фильма эти хорошие дела умалчиваются и говорится только о деструктивной ее деятельности, якобы деструктивной. Так вот, хочу предупредить всех тех, кто был причастен к данной организации, что, скорее всего, будут уголовные дела. Скорее всего, будут посадки. Поэтому я бы посоветовал бы вам всем, скажем, обезопаситься, попытаться обезопасить себя и свои семьи. Потому что, явно от организации «Башкорт» не отстают. И когда организацию «Башкорт» признали экстремистской, еще адвокат правозащитной организации «Агора» Селезнев говорил о том, что в последующем, скорее всего, с вероятностью 100% будут посадки людей. Всех, кто был причастен к организации «Башкорт». И как мы видим, сейчас вот ситуация вокруг организации «Башкорт» нагнетается очень сильно. И вот ее сделали делают главным виновником в баймакских событиях. Тут же говорят так, что вот как так получилось, что организация «Башкорт» развивалась под носом у государства, что вот вела свою деструктивную деятельность. На самом деле, вот я еще раз говорю, что автор фильма, как и многие другие пропагандисты, анонимные телеграм-каналы хабировские, говорят только якобы о деструктивной деятельности. Вот они там были, там митинги делали. Но насчет митингов, митинги мы все делали в защиту башкирского языка, в защиту башкирской культуры, в защиту башкирских политических заключенных, которых эта власть, этот режим сажает. Что в этом деструктивного, я не вижу. Почему Хабиров может в свою защиту, как он считает, в поддержку себя, организовывать целые митинги, там, на площади Салават Юлаева, перегораживать дороги, сгонять бюджетников. Почему-то ему можно. Или там в поддержку Единой России, или в поддержку там оккупации Крыма, в поддержку войны в Украине. Значит, вот такие митинги можно, проводить, организовывать. А организация, которая защищает башкирский язык, я напомню, что организация «Башкорт» в 2017 году, 16 сентября, провела митинг в защиту башкирского языка, который нам не разрешили проводить, но мы его в итоге все равно провели, и пришло больше 3000 человек на него. Нам сознательно запрещали проводить этот митинг. Мы несколько раз подавали уведомления, мы уведомляли о том, что мы хотим провести митинг, дайте нам провести митинг. Все в духе закона, по букве закона, как говорится. Специально не давали, в итоге мы все равно провели. И вот такие пропагандисты, пропагандоны я их называю, называют ее деструктивной деятельностью, что нельзя было проводить такие митинги, нельзя защищать башкирский язык, нельзя защищать башкирскую культуру, нельзя защищать Конституцию Республики Башкортостан, которую там всю изрезали, нельзя защищать суверенитет Республики Башкортостан, нельзя защищать башкирских общественных деятелей, которые преследуются. Но помимо вот этой деятельности, политической деятельности, я так назову, не деструктивная, а именно политическая деятельность, помимо этой деятельности организация «Башкорт» делала очень много различных акций, мероприятий.
Она проводила турниры, спортивные мероприятия, проводила турниры по футболу, по волейболу, шахматные турниры. Она проводила дни башкирской молодежи на лоне природы, 3-4-дневные мероприятия, куда съезжалась молодежь со всей республики. Все было только на башкирском языке. Там были спортивные, культурные мероприятия, там концерты. И звезды башкирской эстрады приезжали на эти мероприятия, на дни башкирской молодежи. Организация «Башкорт» проводила различные конкурсы. Организация «Башкорт» проводила бесплатные концерты, ездила. Много что делала организация «Башкорт». Но почему-то вот эту деятельность они, вот эти пропагандисты хабировские, не специально замалчивают, специально они не говорят и говорят только о политической деятельности. Хотя организация «Башкорт», еще раз говорю, занималась очень много какой положительной общественной деятельностью. В том числе собирала подписи за установление памятника генералу Шаймуратову. В том числе собирала подписи и защищала экологию Республики Башкортостан. Мы помним защита Таратау, защита Куштау. Много что делала. Ну так вот, и главное здесь я вот что отметил, да, Тимур Валитов вставил о том, что вот якобы организация «Башкорт», ведя свою деятельность, опиралась на слова Заки Валиди и приводила цитаты, выдержки из его речи, из его речей. О чем это говорит? О том, что вот здесь Тимур Валитов по указанию своих кураторов, по указанию Хабирова, мы знаем, что Хабиров очень негативно относится к Заки Валиди, мы знаем, что Азат Бадранов очень негативно относится к Заки Валиди, мы знаем, что силовые структуры, чекисты очень сильно, очень негативно относятся к Заки Валиди. Так вот, они, скажем так, вставили вот эти слова о Заки Валиди в уста Тимура Валитова о том, чтобы он сказал, что вот вся деструктивная деятельность делается людьми, которые опираются на наследие Заки Валиди. Из Заки Валиди вот стараются сделать такого, знаете, махрового националиста, который всегда был таким деструктивным человеком. Да? Вспомним еще 15 лет назад Заки Валиди был, скажем так, ярким героем в жизни Республики Башкортостан. Проводились валидовские чтения, в Республику Башкортостан приезжали его дети. Очень много людей гордились тем, что он является нашим земляком, что он является башкиром по национальности, что он был одним из лидеров башкирского национального движения 1917 года и основателем Башкирской республики. Но вот здесь сейчас с приходом Хабирова эта политика очень сильно изменилась по отношению к Заки Валиди. Начали убираться памятники, начало убираться его наследие. И Тимур Валитов вот в духе вот этих вот пропагандистов старается также, скажем так, негативно говорить о Заки Валиди. Что вот это герой националистов. Хотя я в этом не вижу ничего плохого. Да, это наш герой, но именно преподносят они вот в таком духе, да, что он был вот такой деструктивной личностью. Такой же, как и сегодня деструктивная личности организации «Башкорт», Руслан Габасов, Фаиль Алсынов и так далее. Ну, ладно. Что интересно. Дальше в своем фильме в этом приводят слова из такого деятеля, персонажа, я бы сказал. Они его называют там общественным деятелем, активистом, Фаиз Шейхисламов. Вот человек, который из своего, скажем так, воспаленного ума напридумывал что-то там об организации «Башкорт», но он давно не любит организацию «Башкорт», давно не любит Фаиля Алсынова, очень сильно негативно к нему относится, много раз провоцировал его, пытался там, да, спровоцировать, как он до этого провоцировал и других людей. Мы помним эти видео, которые ходят в интернете, как он провоцировал людей, и как он посадил Гизатуллина, да, одного из защитников Куштау. Все это мы помним. Так вот, этого человека пригласили в студию «Аспектов», где он там высказался негативно очень об организации «Башкорт»,
И самое главное, что он тоже свалил всю вину на организацию Башкорт, вообще, что на Фаиля Алсынова, на самого же, на его друзей, сторонников, что это они виновники в баймакских событиях. И вот как доказательство Тимур Валитов приводит вот эти слова Фаиза Шейхисламова. Совпадение это или это какой-то сговор, я не знаю. Но явно, что Фаиз Шейхисламов, не понимая о том, что он делает и что он говорит, и как его слова потом в будущем будут интерпретироваться, вот наговорил всякой чуши, а эту чушь потом как какое-то объективное мнение какого-то там авторитетного общественного деятеля взяли вот эти вот пропагандисты хабировские и поставили в фильме. Там же и звучит мнение такого Урала Байбулатова, тоже еще один такой же персонаж, который, как говорится, Болгап Юрей, Башкортостан Аранда, задает какие-то непонятные вопросы, пытается найти виновных в баймакских событиях среди самих же башкир. И человек, который постоянно пытался, скажем так, переложить, увести вину от Радия Хабирова и переложить ее на своих же башкир. Здесь фильм весь этот то же самое, скажем, заточен на то, чтобы переложить всю вину в баймакских событиях именно на башкирскую общественность, на башкирское национальное движение. Отвести вину от Радия Хабирова, что вот он не виноват, что он красавчик. Приводят даже слова адвоката Фаиля Алсынова, Ильнура Суюндукова, о том, что вот Ради Хабиров, что уголовное дело было заведено не по заявлению Ради Хабирова, а ранее. Там, да, один из сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом, скажем так, увидел речь Фаиля Алсынова, ее перевели и завели уголовное дело. Да, я тоже об этом же и говорил, что преследовал Фаиля давно уже ФСБ и Центр по борьбе с экстремизмом. И делать виновным только одного Радия Хабирова – это неправильно. Здесь виновен весь режим полностью. А об этом, конечно же, боятся говорить такие, как Урал Байбулатов, такие, как Фаиз Шейхисламов. И вообще многие общественные деятели, там, Буранбай Аскаров, боятся об этом говорить, уходя от этого, пытаясь переложить всю вину на Радия Хабирова. Ради Хабиров, естественно, виновен. И его заявление, которое он написал на Фаиля Алсынова, прокуратура, тоже сыграла свою роль в уголовном деле Фаиля Алсынова. Мы видим, что в уголовном деле вот это заявление, донос, можно это правильно сказать, донос, поклеп, донос Радия Хабирова на Фаиля Алсынова, он тоже фигурирует в уголовном деле. Поэтому он тоже, скажем так, добавил тяжести, да, вот в этом уголовном деле. Конечно, когда пишет глава республики, тут, скажем так, органы власти не могут не отреагировать. Поэтому, конечно же, Хабиров здесь тоже виновен. Но, еще раз говорю, основной преследователь Фаиля Алсынова и многих других башкирских политических и национальных деятелей – это чекистский путинский режим. Эти силовики, эти ФСБшники, эти МВДшники, ЦПшники и так далее. Конечно же, они в первую очередь виновны. Они преследуют всех, кто мыслит не так, как они, всех инакомыслящих, всех, кто критикует режим, кто недоволен вообще существующим положением вещей. Всех их преследует. Вот. Поэтому, конечно, еще раз говорю, вот этот Тимур Валитов очень много наговорил на организацию Башкорт, и что она там с ИГИЛом связана, хотя ни одного выступления невозможно найти. Вот если пересмотреть все выступления организации Башкорт, все посты прочитать, ни разу там не было ничего с призывом там как-то там восхваляющий ИГИЛ или там призывающий вступать в ИГИЛ. Ничего подобного этого не было. Конечно же, это Тимур Валитов здесь врет, откровенно врет. И про выход из России организация Башкорт тоже никогда не говорила. Никогда не призывала, вы не найдете ни одного поста такого, который бы призывал к отделению Республики Башкортостан от Российской Федерации у организации Башкорт. Сейчас, да, сейчас я
уже находясь за рубежом, начал открыто к этому призывать. Потому что мы уже давно поняли, что этот режим, эта страна, эта империя под названием Россия, она уничтожает. Она откровенно уничтожает народы Российской Федерации. В нашем случае башкирский народ уничтожает башкирский язык, ассимилирует его, убивает наших людей, отправляя их на ненужную никем нам войну. Если бы Республика Башкортостан был бы независимым государством, сегодня около 4,5 тысяч мужчин из Республики Башкортостан не погибли бы ни на какой войне. Они бы приносили бы пользу для Республики Башкортостан, работая на его благо. И тут явно как бы говорится о том, что вот Тимур Валитов врет и искажает факты. Также он перевел речь Фаиля Алсынова. В принципе, перевел он ее, можно сказать, что дословно, что, скажем так, облегчило нам, сторонникам Фаиля Алсынова, людям, которые ему верят, Фаилю Алсынову, которые считают его своим героем, лидером, то, что Фаиль Алсынов действительно говорит о проблемах народа. Там действительно в этих речах не было никакого призыва к отделению или к чему-то, да? С призывом к сепаратизму, этого ничего не было. Он просто говорил о проблемах башкирского народа, о проблемах Республики Башкортостан, об экологии, о загаженной природе, которой Хабиров и его команда, как они уничтожают эту природу. Он обо всем говорил, эту речь перевели, и, в принципе, нормальный здравомыслящий человек из этой речи сделает вывод, что Фаиль был во всем прав. Почему Тимур Валитов из этого как-то пытается перевернуть и исказить, и сделать из Фаиля Алсынова врага? Удивительно, просто удивительно. То есть, это как вот по Оруэллу, да? Черное называть белым, белое называть черным. Вот. Говорит о том, что Фаиль Алсынов и вообще организация Башкорт, критикуя власть, постоянно хайповала, делала какие-то там заявления, никогда не предлагая пути решения. Но мы на самом деле очень много предлагали каких путей решения и решали очень многие проблемы, в отличие от государства, от республиканских властей. Реально к нам обращались очень много людей, и поднимаемые нами проблемы впоследствии решались. Допустим, как в Стерлибашевском районе мы решили вопрос, когда пытались очистные сооружения построить прямо на территории деревни, башкирского аула. Мы заставили перенести, подняв шум, обратившись в Роскомнадзор и там, в прокуратуру и так далее, мы заставили перенести эти очистные сооружения. И так далее. Таких вот случаев было много. Но пути решения проблемы, вообще решать проблемы можно, когда человек находится во власти. Или когда власть прислушивается к общественности. В нашем случае, в случае Российской Федерации, в случае Республики Башкортостан, этого не происходит никогда. Во власть оппозиция не допускается. Фаиль Алсынов несколько раз пытался баллотироваться и в Госсобрании Курултай, и Айрат Дильмухаметов, мы знаем, пытался баллотироваться в президенты Республики Башкортостан. И мы помним, что организация Башкорт помогала, скажем так, в избирательной деятельности Раилю Сарбаеву, когда он пытался также стать и бороться за пост президента Республики Башкортостан против Хамитова, когда он пытался баллотироваться в депутаты Государственной Думы. Постоянно, и не только его, но и многих других, и Лилия Чанышева, да, то есть постоянно власть не допускала до выборов. Постоянно не допускала. Как в этих случаях, вот, скажем так, предлагать пути решения, решать проблемы, когда тебя власть сознательно игнорирует, отталкивает и не пускает во власть. Но, конечно же, только вот остаются только публичная деятельность, выходить, организовывать митинги,
делать какие-то заявления, посты. Только так, по-другому никак. Тут докопался он даже до того, что Фаиль Алсынов сделал новогоднее обращение к башкирскому народу. Но на минуточку, в организации «Башкорт», которую тогда возглавлял Фаиль Алсынов и был ее председателем, в группе, в официальной группе ВКонтакте было 60 с лишним тысяч подписчиков. 60 с лишним тысяч подписчиков. Сторонников было огромное количество. Мы на свои акции собирали по несколько тысяч человек. Вспомните флешмоб «Кольцо жизни» за защиту Таратава. Вспомните флешмоб 100 кураистов, который организовала организация «Башкорт» возле памятника Салавата Юлаева. Тот же самый митинг в защиту башкирского языка. И многие-многие другие акции. Организация «Башкорт» имела очень сильную популярность. И даже Ахмадинуров, Рустем Ахмадинуров, в одном из выпусков пришел, когда на радио «Эхо Москвы» в Уфе, он там прямо честно заявил о том, что организация «Башкорт» имеет 7-8% поддержки жителей Республики Башкортостан. Ну, переведите это в цифры, и это явный показатель, что это больше, чем около там, где-то 300 тысяч. 300 тысяч человек его поддерживает. Это что, мало? У нас политические партии должны набрать 5% барьер, чтобы пройти там, в парламент. А здесь 7-8% организация, общественная организация, не зарегистрированная нигде. Это явно говорит о том, что организация пользовалась популярностью, и ее лидер Фаиль Алсынов пользовался популярностью. Поэтому смеяться вот над тем, что Фаиль Алсынов обращается и поздравляет жителей Республики Башкортостан, я не вижу ничего здесь смешного. Смешно то, что ты, Тимур Валитов, человек, который сам сегодня, то есть в прошлом, возможно, был человек популярным, а сегодня, вот, уронив свой авторитет, стал вот тем клоуном, каким ты из себя представляешь на данный момент. Дальше, что интересно, в этом фильме начинается перечисление людей, которые выступили в поддержку Фаиля Алсынова. Вот человек, который давно живет в Республике Башкортостан и действительно отличает черного от белого, он сразу скажет, что перечисленные в фильме люди – это все достойные люди Республики Башкортостан. Достойные там, политические деятели, культурные деятели, артисты. Он многих еще даже не перечислил, не назвал. Возможно, умышленно, возможно, просто забыл, возможно, просто не поместилось во время. Но там огромное количество людей выступило в защиту Фаиля Алсынова. Это были и ученые, еще раз говорю, это и политики, которые работали вместе с Муртазой Рахимовым. Это и общественные деятели, это и певцы, это и блогеры известные, знаменитые, у которых там сотни тысяч подписчиков. То есть нормальная, порядочная общественность башкирская выступила в защиту Фаиля Алсынова. Это как раз и говорит о том, что Фаиль Алсынов пользовался уважением, авторитетом среди башкирского народа. И что столько людей выступило в его защиту, и что столько людей пришло на суд, а пришло там, как мы помним, около 5000 человек. Это говорит о популярности Фаиля Алсынова. И ты, Тимур Валитов, никогда такой популярностью не будешь обладать. Из-за тебя, когда тебя будут судить, а тебя обязательно будут судить как пропагандиста, человека, который врал, искажал информацию, оболванивал людей. Так вот, когда тебя будут судить, столько людей никогда не придут в твою поддержку. Возможно, придут порадоваться только. Так вот, про меня он там, там перечисляется, да, люди, которые были близки к Фаилю Алсынову, люди, которые были в организации «Башкорт». Про меня рассказывается, что на сегодняшний день на меня заведено 2 уголовных дела, что я там работаю на ВСУ и так далее. На самом деле не 2 уголовных дела, на самом деле, Тимур, 5 уголовных дел на меня сегодняшний день заведено. Так что ты плохо подготовился, я так скажу. И дальше он там, идут моменты, где он так пафосно начинает говорить о том, что
нам в руки случайно попали там уникальные документы из уголовного дела, где он там говорит, что мы случайно оказались на суде. Ну, случайно тебе, Тимур Валитов, и тем, кто делал этот фильм, не может случайно попасть в такие документы, и вы случайно не можете никак попасть на закрытое уголовное дело. Все уголовные дела, все суды, то есть ты никак не мог попасть на суд, да, случайно, потому что все суды идут в закрытом режиме, туда не пускают людей. Уголовные дела просто так какому-то пропагандисту не попадают. Явно, что тебе эти выдержки из уголовного дела предоставили из ФСБ, из Следственного комитета, те люди, которые тебя курируют. То есть, ну или курирует Бадранова, которая тебе спустила эти документы и которые ты озвучил. Так что не надо здесь врать о том, что случайно тебе попали какие-то там документы из уголовного дела, что случайно ты вдруг попал на суд. Нет. Тебе конкретно помогает ФСБ, все чекисты, весь этот режим, преступный режим путинский тебе помогает в этом, да, сегодня. Пока еще помогает. Скоро, я думаю, что ты лишишься всей этой защиты, ну и будешь наказан, конечно же. Так вот, те свидетели, про которых ты указываешь, мы знаем про них, журналисты про них знают. Так вот, те свидетели, на которых ты указываешь, там, какие-то тайные свидетели, эти все свидетели, это все являются сотрудниками силовых структур, которые писали как под копирку свои показания против тех, кто был задержан по Баймакскому делу. То есть делали обвинительные заключения, давали обвинения против защитников Фаиля Алсынова, против тех, кто пришел поддержать его. Вот кто эти люди. Это сотрудники силовых структур, сторонники обвинения. И именно на их показания ты ссылаешься, а не просто там какой-то там случайный свидетель. Сразу хочу сказать, что во всех обвинениях, которые фигурируют в Баймакском деле против тех, кто был задержан по Баймакскому делу, во всех них как свидетели фигурируют только сотрудники силовых структур. То есть суды и следствие опираются на показания сотрудников силовых структур. Других там нету. И вот когда показывают кадры из суда, очень показательно то, что человек отвернулся и не стал показывать свое лицо. Это говорит о том, что человек явно сожалеет о том, что он сейчас делает, явно не хочет показывать свое лицо, потому что ему в какой-то мере, наверное, в какой-то степени стыдно. И тут уже, переступив через себя, люди дают, скажем так, отвечают на вопросы и подтверждают, что да, мы были обмануты и так далее. Их можно понять. Этих людей, которые там сейчас находятся за решеткой, их никто не осуждает. И ни у кого не поднимется рука там, или голос, не повернется язык осудить их. Нет, конечно. Эти люди находятся сейчас в тяжелом положении, и все, что они говорят только ради одного, пытаясь облегчить свое положение. И мы их понимаем прекрасно. И когда здесь Тимур Валитов приводит их выдержки из того, что они говорят, но к этому всегда нужно относиться через большое-большое сито, скажем, да, процедив все эти слова и понимая, что, во-первых, видно было, что этот суд, который там проходил, этот процесс, это не после того, как, скажем так, вынесли решение, да, это промежуточный какой-то процесс. Как мы помним, там на фильме показано, что судья отложил процесс на другой день. То есть признаете ли вы свою вину, считаете ли вы, что что вас обманули и так далее. И обвиняемый подтверждает это, да, мы как бы это. Они еще надеются, видно, что они еще надеются на то, чтобы облегчить свою судьбу, что им, возможно, там
дадут условный срок или что-то. Поэтому, еще раз говорю, к таким словам обвиняемых нужно всегда относиться снисходительно, скажем так, да, понимающе. И еще раз говорю, весь фильм заточен на то, чтобы снять вину Хабирова и всей его команды и переложить на организацию Башкорт. И недаром перечисляются все те, кого сегодня обвиняют как организаторов вот этих якобы массовых беспорядков. И тут же обязательно, когда говорится о том или ином человеке, тут же говорится, что он был якобы членом организации Башкорт. Все это делается специально, и это, еще раз говорю, это предупреждение. Ну а вообще я бы хотел здесь добавить в конце, да, что еще нужно заметить, что, то есть там он приводит, скажем так, интервью родственников задержанных. Если, скажем, к дочке одного из задержанных вопросов никаких нету, то к сестре одного из задержанных, который там во всем обвиняет Алтыная Валитова, тут большие вопросы. Я вообще не понимаю, как сам Тимур Валитов в своем видео очень часто пытается возложить вину на тех, кто призывал прийти 15 января. Еще раз говорю, 15 января ничего не было. Никаких массовых беспорядков, да, о которых говорит власть, никаких волнений, все было под контролем, все было чинно и мирно. И люди, которые призывали прийти и поддержать Фаиля Алсынова 15 января, в чем они могут быть обвинены, я вообще не понимаю. Теперь вина обвиняет Алтыная Валитова, что он якобы призывал там. Но он же призывал, его обращение вышло после 17 числа, после того, как все это произошло уже в Баймаке. Мы помним это же все можно проверить. Зачем врать так, Тимур Валитов? Зачем ты врешь о том, что якобы что Алтынай призывал в Баймак? Но это же неправда. И сестра одного из задержанных, она тоже врет. И здесь надо отметить, что как я очень, скажем так, держу руку на пульсе, общаюсь со многими в Республике Башкортостан, и мне говорят, что вот эта сестра, она, конечно, которая у Тимура Валитова там в интервью, она словила, говорит, очень большой хейт, волну негодования от своих односельчан, вообще от жителей района. Звонила, говорит, Тимуру Валитову и просила его убрать это видео с ней. Он трубку не брал специально, отказался убирать. В общем, подставил он ее капитально. Вот. Поэтому такие дела. Ну и напоследок хочется сказать вообще итог, да, подвести итог. Итог здесь такой, что до сих пор Ради Хабиров и Азат Бадранов не могут себе найти умных пропагандистов, которые бы реально могли бы делать качественный продукт, который бы убеждал зрителя. Никак не могут. Все, что они говорят, выпускают такое, я извиняюсь за слова, дерьмо, что невозможно слушать и невозможно этому верить. И недаром, что с этим интервью с этой сестрой задержанного, Тимур Валитов на своем YouTube-канале, который уже год существует, но не набрал даже и 1000, 500 с чем-то подписчиков. Это говорит о чем-то, наверное, да? И он недаром под этим видео он отключил все комментарии. Почему? Потому что там люди просто возмущались тем, что показывают на этом видео. И здесь тоже надо отметить, что под этим видео о баймакских событиях, которые он выложил на YouTube-канале, и сперва похвалился, что он там есть скрины, гуляют по интернету, да, я у себя на телеграм-канале выкладывал скрин этот, где он хвалится, что получил огромное количество положительных отзывов об этом фильме, благодарности от неравнодушных жителей Республики Башкортостан. На самом деле,
если посмотреть, то те люди, которые там писали изначально под этим фильмом, видно, что это все, скажем так, люди, которые, ну, это фейковые аккаунты, которые были созданы несколько минут назад, до того, как вышел этот фильм. То есть они были созданы там где-то 28 минут назад, где-то было там 12 минут назад. И все они как под копирку пишут, что Тимур Валитов молодец, выпустил классный качественный материал, теперь мы знаем, кто на самом деле виновен, что Фаиль Алсынов это негодяй. Все фейковые аккаунты. Ни одного нормального комментария от реального человека там нету. Но зато огромное количество комментариев от реальных людей, которые просто мочат этого Тимура Валитова. Мочат и говорят о том, что ты пропагандист, ты предатель, хатылкаян, манкурт и так далее. И в итоге Тимур Валитов был вынужден закрыть комментарии к этому видео. И сегодня комментарии там недоступны. Это яркий и четкий показатель того, что все, что там в этом фильме есть, народ прекрасно понимает, кто на самом деле виновен в баймакских событиях, чья вина, какая вина у Ради Хабирова, какая вина у силовиков, кто на самом деле призывал, есть ли их вина в этом. То есть люди, еще раз говорю, народ он не глупый, народ он очень умный, и он прекрасно разбирается во всем. И та репутация, которая сегодня есть у Ради Хабирова, это вот самое дно, которое может существовать среди всех репутационных фигур. Ради Хабиров пользуется абсолютным антирейтингом в Республике Башкортостан и особенно среди башкирского народа. И все, кто с ним рядом находится, кто пытается защищать его, они попадают в этот антирейтинг. Потом очень долго они будут отмываться от всего этого. Мой совет ко всем людям, которые сегодня там пытаются какую-то сделать там карьеру или заработать денег, находясь поближе к власти, поближе к Хабирову. Этого не, вот ваша репутация, ваша совесть не стоит того, чтобы мараться, находясь с Радием Хабировым рядом или защищая его. Вы идете против народа. Народ сегодня против Радия Хабирова, народ против того, что он творит. И Ради Хабиров очень много сделал в Республике Башкортостан негативного и плохого против своего же собственного народа. Мы помним только те же самые хотя бы события на Куштау, да, как он отправлял избивать людей ОМОН, Росгвардию, тетушек и так далее. Но все же это прекрасно помнят. А в баймакских событиях что происходило? Людей не просто избивали, людей убивали. И как негативно Ради Хабиров отзывался об убитом Рифате Даутове, как он оскорблял аксакалов башкирских. Все это мы прекрасно помним. И как он сейчас отправляет людей умирать за непонятные идеи Путина. Это тоже все вот Ради Хабиров делал, делает и продолжает делать. И будет продолжать делать, пока сидит во власти. Поэтому все, кто находится рядом с ним, мой совет, уходите от него. Потому что в последующем вам придется разделять вину его. Поэтому думайте, делайте выводы. Ну а тебе, Тимур Валитов, я что хочу передать. Ты закончишь очень плохо, как закончили в свое время гитлеровские пропагандисты, которые были осуждены, некоторые были осуждены на смертную казнь. В будущем независимом Башкортостане, когда мы наконец-то избавимся от этой империи под названием Россия, и у нас будет свое собственное, независимое, демократическое, нормальное, цивилизованное государство, в этом государстве ты будешь осужден как пропагандист старого кровавого режима, преступного режима, потому что благодаря тебе, благодаря твоей пропаганде были осуждены многие-многие невиновные люди, опорочены. Ты обязательно пойдешь под суд. А когда ты говоришь про мою дочь, что она якобы что она является инвалидом, что вот я бросил там дочь свою инвалид, это вообще клевета.
за которые тебе, конечно же, придется отвечать, и многим тем, которые точно так же повторяют вот эту вот ложь, чудовищную ложь. У меня абсолютно здоровая дочка, абсолютно здоровая во всех смыслах, и физически, и умственно здоровая, и душевно здоровая, нормальная девочка. И кто пытается ее очернить и оскорбить вот так вот наглой ложью и клеветой, я в будущем, еще раз говорю, когда этот преступный режим пойдет, обязательно привлеку к ответственности за вот эту ложь. На этом все. Тимур Валитов, ты только не умри, пожалуйста, до того, когда мы тебя осудим. Тебя, а также всех сторонников этого преступного режима. На этом все. В общем, фильм сплошное дерьмо.